Доброе, бодрое утро, дорогие наши зрители. Надеемся, что вы уже встали и начинаете новый день вместе с нами. С вами Вероника Томтосова, Евгений Никифоров. Будем поднимать вам сегодня, как, впрочем, и вчера, и завтра настроение. Но и не только мы. Сегодня у нас не совсем обычный эфир, и посвящен он будет знакомству с Тампонским районом и его жителями. Дело в том, что у нашей компании есть хорошая весенняя традиция. Каждую весну большая бригада наших коллег выезжает в один из районов Якутии с акцией «Весна на НВК». И в наших эфирах мы подробно знакомим вас с городами и селами нашей необъятной республики. И сегодня, как мы уже сказали, наши коллеги в Тампонском районе, и уже совсем скоро мы увидим их в нашем эфире. Ну, а пока мы ждем, когда они подключатся, расскажем о том, какая погода сегодня на территории республики. В центральных районах сегодня минус 25, минус 10, в Заречной группе 26, 9 градусов холода, в южных 25, 11 ниже 0, в Белевской группе минус 31, минус 14, в Нижнеленских 21, 15 со знаком минус, в западных минус 22, минус 11, в Колымо-Индигирской группе Улусов 32, 10 градусов холода, в Янских минус 38, минус 13. На северо-западе сегодня 30, 19 ниже 0. Температура воздуха на 6 часов утра минус 19 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 2 до 4 метров в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер северо-западный от 1 до 4 метров в секунду. Температура воздуха в Якутске по-настоящему весенняя. Минус 6, минус 8 градусов. Интересно? Очень-очень интересно, а какая погода сегодня в Хандыге, где находится наша съемочная группа? Ну, прямо сейчас, надеюсь, мы подключимся. Итак, где же наши? Вот они! Доброе утро! Привет, привет, друзья! Доброе утро, Якутия! Доброе утро! Мы шлем вам пламенный привет с поселка Хандыга Тампонского района. И несмотря на то, что сейчас 7 часов утра, Довольно морозно, можно сказать. нас согревают сердца местных жителей. А каких вы увидите прямо сейчас? Обратите внимание, ранние хандыгские пташки находятся рядом с нами, яркие, красивые, зажигательные. Ну а вот чем они здесь занимаются, узнаем прямо сейчас. Давайте к ним подойдем поближе. Доброе утро! Доброе утро. Знакомьтесь. Да, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья Оконешникова. Я руководитель группы Сканди Хандыга. Ну, название говорит само за себя, Да. верно? Рассказывайте, чем занимаетесь по утрам? По утрам мы, как видите, делаем зарядку и ходим 7 километров. Так много, Да. каждое утро. Каждое утро. И сколько человек примерно в вашей команде? В нашей команде больше 20 человек. 20 активных дам или мужчины есть? Нет, к сожалению, мужчин нет, женщины. Пока ленятся мужчины, видимо, Петя. Ну да, видимо так, да. Ну, или может, мужчины, может, другими видами спорта занимаются. Скорее всего, да. Хорошо. Ну, а вообще, как давно образовалось такое движение в Хандыге? Но вообще скандинавская ходьба – это самый популярный, да, и любимый вид спорта для более возрастного поколения нашей республики. Ну и в Хандыге тоже вот, больше 10 лет мы занимаемся скандинавской ходьбой. И в 2014 году образовалась наша группа Сканди Хандыга. К нам приезжал из Якутска Матвей Иванович Лыткин. Вы все его знаете, да? Да-да-да. Это пропагандист Популяризатор именно скандинавской ходьбы, сторонник здорового образа жизни. Вот он приехал к нам в Хандыгу, я помню, это было летом на стадионе. Мы пришли по объявлению, послушали его, посмотрели, он провел мастер-класс, показал технику ходьбы, да, как правильно ходить, пользу для здоровья рассказал. И мы загорелись этой идеей, так как, правда, это очень доступно, да? Всего-то надо было купить палки и ходить. Да, одежду подходящую. Ну, мы сначала ходили на стадионе у нас в Хандыге, потом со временем нам стало там тесновато, хотелось уже побольше дистанции. Ну и как вы сами видите, да, у нас Хандыга топится углем, воздух довольно-таки загрязненный, тяжелый, поэтому мы решили все-таки дышать для здоровья чистым воздухом и стали ходить по берегу Алдана на большие расстояния, там, где свежий воздух чистый и белый снег. Да, ну действительно, да, 7 километров не шутки. Наталья, вы сказали, что вы ходите и в зимнее время даже, да? А в летний период какие маршруты у вас?
Так, в летний период у нас тот же самый маршрут. Там получается очень красиво, идешь по берегу. Конечно, есть комары, куда деться, да? Но мы не боимся, как говорится, ни мороза, ни комаров. Хорошо. Вы сказали про возраст, да, что все-таки старшее поколение ходит. Вот сколько лет самому старшему вашему спортсмену и самому молодому? Самому молодому, да. Так, самому возрастному участнику нашей команды это наша уважаемая Клавдия Алексеевна Миксярова. Она здесь вот есть, зарядку делает, посмотрите. Ей 79 лет. Она бывший геолог. До сих пор работает в музее, в горно-геологическом техникуме. А где она? Да? Помашите ручкой. Клавдия Алексеевна, помашите рукой. Вот она. Вон она, Клавдия Алексеевна. Привет. Она каждое утро дома делает дополнительно зарядку и 120 приседаний. Представляете? Вот есть к чему стремиться. Да. Да, я всего 30 делаю. А она 120. Да, она 120. Да. Надо переходить хотя бы больше. Вот. Не зря геолог, да, бывший? Да. Ага. Ну, а самый молодой, это, наверное, ну, почти мы все одинакового возраста, но все, конечно, уже пенсионного. Хорошо. Ну а в 3 словах, в чем плюс скандинавской ходьбы? Может, сейчас телезрители посмотрят на вас, захотят и скажут, я тоже хочу заниматься сканди. Да. Как говорил Матвей Иванович Лыткин, да, машут нам, ага. Нас приветствуют. прям. Надо ходить до тех пор, пока не захочется петь. Вот идешь, час ходишь, и прямо душа просится. Душа поет. Душа Да, поет. да. Я человек не Сахалет тахана поющий. турка кирек. Да. Да. И пока вот прямо изнутри тебя не пойдет песня, до тех пор надо ходить. Ну, для настроения больше, наверное. Ну, мы тогда не будем мешать вашему настроению. Пускай душа замечательных дам поет. И мы желаем вам самое главное – здоровья. Да, будьте Спасибо здоровы. большое. Будьте Занимайтесь тоже скандинавской ходьбой. Дорогие друзья, мы напоминаем вам о том, что сегодня в течение всего дня будут прямые включения на телеканале «Якутия-24». Будут новостные сюжеты, будет очень много полезной информации, потому что наша съемочная команда работает в Тампонском районе. Да, мы уже 3-й день здесь, сняли кучу проектов, разных сюжетов, так что специально мы приехали сюда с проектом «Весна на НВК». И давайте все вместе. Физкульт, привет от Сканди Хандага! С добрым утром! Якутия! От Сканди Хандага! Физкульт, привет! Ну, строго, Зарядили вообще прямо здорово, нас да. позитивом. Я прям очень хочу уже ходить. Да, то есть, однозначно. ребята, это классно. Интересно, какие еще планы у ребят сегодня? Мы с нетерпением ждем прямых включений, Однозначно. с нетерпением ждем новостей. Обязательно с вами поделимся, что же происходит с нашей съемочной группой. И, конечно, прямо сейчас по правилам новости. Это традиция? Да, это традиция. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Жители арктической зоны Якутии освобождены от ряда имущественных налогов. Освобождение от уплаты транспортного налога, независимо от количества транспортных средств, продиктовано законом о налоговой политике республики. Кроме того, жители районов освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц в отношении субъектов, расположенных на территории арктической зоны. Льготы предоставляются автоматически, без необходимости подачи заявления. Алекминский район принял республиканскую эстафету «Знамя Победы». Оно прибыло в Алекминский район из Ивена-Бутантайского улуса. В каждом населенном пункте запланировано проведение торжественных митингов в честь главного символа Победы. Старт республиканской эстафеты дал глава Якутии. 28 декабря она началась на малой родине первого героя Советского Союза из народа Саха Федора Кузьмича Попова в Мегино-Кангаласском районе. «Знамя Победы» побывает во всех районах республики и 9 мая прибудет в Якутск. Знамя Победы – это символ нашего государства, Советского Союза бывшего. Но Россия сейчас является преемником Советского Союза. А для меня Знамя Победы – это святое.
Подвели итоги 5-го юбилейного молодежного фестиваля «Мусустар» в течение недели с 17 по 22 марта. В республике прошли около 50 мероприятий по 12 направлениям. По результатам 23 конкурсов организаторы и эксперты выявили и поддержали молодые таланты республики. В этом году фестиваль объединил более 8 тысяч участников, 3 тысячи из них победители муниципальных этапов, прибывшие в Якутск на финальную часть. Впервые в программу включили федеральный проект «Чистая Арктика», а также слет участников платформ «Россия. Страна возможностей». Напомню, что лучшим районом по итогам конкурсного зачета стал Мигино-Кангаласский, а лучшим арктическим – Оленёкский. Каждый конкурс унес в себе какую-то определенную уникальность. В каждом конкурсе кто-то продвинулся там по количеству участников, кто-то продвинулся потому, что в СМИ была большая трансляция. У кого-то выявились очень яркие лидеры. Мы не должны останавливаться. Мы не только с победителями и финалистами, вообще с участниками молодежного фестиваля «Мусустар» по отраслям мы должны провести определенную работу. Конечно же, у нас начинается подготовка уже к 6-му «Мусустару». В Якутске завершился региональный этап соревнований профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Чемпионат проходил с 17 по 24 марта, собрав более 300 участников, школьников, студентов и специалистов, а также более 250 экспертов-наставников. Соревнования развернулись по 64 компетенциям. И, кроме того, в этом году программа расширена 9 новыми направлениями. Ну а география участников охватила 10 районов республики, включая новые в этом году – Намский, Хангаласский и Сунтарский. Победители представят Якутию во всероссийском этапе в конце этого года. За эти 10 лет это начало с 5 компетенций, 22 участника, а сегодня это 65 компетенций. В разы увеличилось. Да? Количество школьников и студентов сравнялось. Да? Это порядка 160 участников по каждому направлению. Здесь у нас есть много партнеров, общественные организации, предприятия, которые готовы поддержать лиц с ограниченными возможностями и с инвалидностью, которые проявляют свои профессиональные навыки на этом чемпионате. Якутяне в возрасте от 14 до 35 лет включительно могут получить финансовую поддержку своих проектов в рамках регионального конкурса «Росмолодежь. Гранты». Заявки принимаются до 14 апреля. Минимальная сумма гранта составляет 5000 рублей, максимальная – 1 миллион. Каждый участник имеет право подать одну заявку, включающую один проект в одной из 18 номинаций. На конкурс принимаются проекты, направленные на организацию занятости молодежи, развитие малых территорий, поддержку межкультурного диалога, экологическое просвещение и сохранение семейных ценностей, а также вовлечение молодежи в сферу науки и технологий. Что ж, и вновь мы возвращаемся к знакомству с Тампонским районом. Вот, Вероника, скажи, ты была там и, может быть, даже знаешь, где он находится? Ну, я знаю, где он находится. С географией, правда, не скажу, что супер дружу, но нашу республику неплохо знаю. У меня там родственники, но, к сожалению, добраться никак не получалось. Знаешь, что зимой как-то все времени нет, летом там сложная логистика, поэтому мечтала, но не добралась. Но зато теперь у меня есть возможность все увидеть. Я думаю, это прекрасный повод познакомиться с географическим расположением и некоторыми историческими данными об этом районе. Тампонский район расположен на северо-востоке Якутии. Название района Тампонский связано с названием реки Томпо, притока Алдана. Район был образован в 1931 году. Тогда основное население составляли эвены, которые вели кочевой образ жизни, занимались оленеводством и охотой. Сейчас в многонациональном Улусе проживает порядка 11 тысяч человек. В составе Улуса административный центр поселок Хандыга, Джеварики-Хая и 7 наслегов: Байгантайский, Мигдалданский, Охот-Перевозовский, Сосыльский, Теплоключевской, Тампонский и Ингинский. Большую часть территории Улуса занимает система горных узлов юго-западных и южных отрогов Верхоянского хребта. Недры богаты месторождениями олова, меди, свинца, сурьмы, молибдена, золота, серебра, каменного угля и других полезных ископаемых. Поэтому ведущее место в экономике занимает промышленность. Сельское население издревле занимается скотоводством, коневодством и оленеводством. Главной транспортной магистралью является федеральная автомобильная дорога М-57 Якутск-Магадан-Колыма.
Ну, конечно, никто так хорошо и подробно не расскажет о своей родине, как человек, проживший там не один год. И у нас в гостях геолог по профессии, патриот своей малой родины, много лет посвятивший развитию Тампонского района Илья Шадрин. Доброе утро. Доброе утро, Илья. Доброе утро. Илья Семенович, я знаю, что вы не родились в Тампонском районе, но очень много лет там работали. И по праву вы можете считать, что это ваша малая родина. Полвека. Чем от других районов отличается Тампо? Но наш Тампонский район, он сам по себе уникален. Природа, сами видите, какая прекрасная у нас. Но самое главное то, что у нас развиты в малом ли или большом объеме все виды, почти все виды народного хозяйства республики. И трудятся у нас там все, многие представители народов нашей страны, чем мы и гордимся, как говорится. Как одной семьей живем. Но район сам по себе перспективный, промышленный. Очень большой потенциал имеет минерально-сырьевых ресурсов. И я очень горжусь своими коллегами, геологами, которые вот создали такую мощную, потенциал, можно сказать, на будущее. Как в Тампонском районе, так и в Ушмайском и частично в Аймяконском районе. Вот что касается районов, как раз говорят, например, что Тампонский район — это родина писателей, Сунтарский — Аланхасутов и певцов, Чурапча — это спортсмены. А вот что вы можете сказать про тампонских, чем славится население? Наш район тоже славится своими писателями. Нет, безусловно, да, но может быть есть какая-то фишечка особая? Ну, фишечка, я бы сказал, в связи с тем, что нынче исполняется 80 лет все-таки Великой Победы, я, как горный инженер-геолог, очень горжусь первыми геологами, которые в канун войны зашли и разведали Колыму. Начали строить Магаданскую трассу, которая непосредственно большой вклад сделала в Великую Победу. Ну и сами знаете, в 40-х годах уже из 96 тонн золота добыто по всей стране нашей. Было добыто 70% это на Колыме. Ну, правда, То есть благодаря вашим усилиям? Да, это усилия, конечно, всей Магаданской области, Якутии, с Якутии это Аймякон. Ну а так, конечно, я бы называл в числе первых, конечно, героя Советского Союза, знаменитого снайпера Федора Матвеевича Хлопкова. От нас были призваны герой Советского Союза, молодой специалист Лонгинов Владимир Денисович. От нас был призван кавалер 4 орденов славы, разведчик Околович Иван Ильич. Конечно, мы гордимся тем, что у нас родился Вячеслав Анатольевич Штыров, второй президент нашей республики. Гордимся такими, если взять молодых, современников. Я горжусь своим коллегой, колодезником Алексеем Засимовичем, который работал первым заместителем председателя правительства в молодые годы. Сейчас руководит большой компанией. Гордимся нашими спортсменами, теми же чемпионами мира, как Лебедев Виктор Николаевич и Сергей Фролкин. И также мы гордимся писателями нашими. Это первая писательница народа Саха, уроженка Ариталона, это Анастасия Сыромятникова. Еще в 20-х годах она уже первая стала. И, естественно, народный писатель Егор Неймоков на его произведение сейчас очень много фильмов уже показывают туда. Так что есть чем нам гордиться. Если мне перечислить, у нас времени не хватит передать. Ну а какие вы места бы посоветовали посетить в Тампонском районе? У нас проходят две республиканские дороги, это Алдан и Яна, от Ханга до Батагая, как говорится. И наша, как говорится, боль и радость — это Магаданская трасса. Я ее по старинке называю. А так, федеральная дорога Колыма, и они проходят через Верхоянские горы, что Яна, что Колыма. Естественно, проехаться надо на машине, посмотреть горы наши. Лучше Швейцарии там не найдете. Реки чистейшие. Реки чистейшие. И вот там такие восхождения делают. Сунтарха это, допустим, 3000 туда все. Восхождение по горам можно делать, сплав
через горные реки. Ну, там стремительно Ну, течение. природа просто уникальная Да, вообще уникально. в целом. Про животный мир я не буду рассказывать, потому что слишком много конкурентов будет. Я сам охотник и Прекрасно, рыбак. ну да. Ну, это потрясающе, стоит да. посмотреть. Да, очень красивые места. Здорово. Ну, взять тоже Мегиналдан, допустим. Ну, я достаточно поездил по России, но там у нас березовые рощи не хуже, чем в Рязанской области. Прекрасно. Да, действительно, про Ну, природу дом всегда можно лучше, во-первых. бесконечно. Во-вторых, ну, правда, у нас очень Да. много красивых. Ну и Безусловно. очень много музеев краеведчества, в том числе, конечно, печально нашего ГУЛАГа. Ну, историю надо знать. Да, безусловно. И, Илья Семенович, вкратце, вот хотелось бы у вас попросить какое-то дать напутствие молодым людям, которые вот только начинают свой трудовой путь. У вас ведь стаж уже огромнейший. И вот что бы вы хотели пожелать молодым, может быть, вашим коллегам и вообще в целом? Ну, видите, у нас, я сказал, у нас район промышленный. Естественно, вся перспектива на нем держится. Я всегда говорил своим молодым, ну, молодежи своей, не зря мы построили горно-геологический техникум. Приезжайте к нам, поступайте в наш техникум, приобретайте горно-геологические специальности и работайте на благо нашего Тампонского района и нашей родной республики. Что еще пожелать? Прекрасно. Приглашаю Я промышленность. считаю. Спасибо. Большое спасибо, что пришли в гости. Спасибо. Ну, наверняка, если вот про спортсменов мы говорили, очень много хороших спортсменов по Тампонскому районе, и сегодня нам удалось получить зарядку от одного из легендарных спортсменов, но всем молодежь Да, нам про зовет, которого уже масс-рестлера упомянули. Сергея Фролкина. И сегодня традиционно утренняя зарядка наша коллега Дарья Анхехова проведет именно с ним. Физкульт-привет, дорогая республика! Сегодня съемочная команда программы «Утро Якутии» находится в Тампонском районе в поселке Хандыга. И сегодня вместе с вами мы сделаем зарядку вместе с именитым спортсменом Тампонского района. Знакомьтесь, Сергей Фролкин. Вот такой большой богатырь Тампонского района. Сергей, здравствуйте! Доброе утро! Расскажите немножко о спортивной карьере своей и с чего все начиналось? Ну, спортом я дружу давно, как говорится, с 3 по 6 класс занимался боксом, а потом с 6 по 11 учился в Великой Чурапчинской спортивной школе-интернат имени Дмитрия Петровича Коркина, там играл в волейбол, и потом с 3 курса начал заниматься масс-рестлингом. Ну, по сути, масс-рестлинг, наверное, стал для вас таким триумфальным видом спорта, да? То есть свои большие такие награды вы получили именно в этой дисциплине, да? Да, совершенно верно. Давайте перечислим, похвастаемся немного. Ну, я являюсь чемпионом мира, являюсь абсолютным чемпионом Европы, абсолютный чемпион России, вот республики, конечно же, и России. Я сказал, да, вот так. Вот так. Но мы не могли не найти Сергея и не попросить его сделать эту утреннюю зарядку вместе с нами, потому что это такое некое историческое событие. Но для того, чтобы эта зарядка выглядела хотя бы визуально симпатичнее, мне надо встать на подставку, потому что тогда мы хотя бы будем одного примерно роста. Ну что, Сергей, поехали, с чего начинаем? Ну, традиционно начнем с головы, да? Чемпионы зарядку делают всегда, да, Сергей? Не, ну, как там по весовым обычно. Те, кто... Но я вот являюсь, ну, как супертяж у нас. У нас категории 125 и свыше 125. Ну, нам бегает там, это зарядка, нам ходьба, короче, у нас обычно. Обязательно, да? ходьба. Хорошо, движемся далее. Зрители продолжают. Да. Ну, спускаемся, вот, плечевой сустав будем сейчас. Руки вот так держим. И вот так, ну, обычные вот такие движения. Легко. Туда, да. Туда, сюда. Раз, два, и туда. Ну, а мы, дорогие телезрители, повторяем. Раз, два, три. Закончили. Дальше. Постепенно спускаемся в локтевой сустав. Сейчас будем такие движения. Ну, это вот для вас важно, да, для масс-рестлеров, локтевой сустав? Не, ну, зарядка, это для здоровья, как бы, да, для населения. А у вас проходят здесь в поселке утренние зарядки, когда массовые? Когда... Да, мы каждое лето проводим зарядки, кстати. Все жители у нас присоединяются разного возраста. Да. Отлично. Движемся далее. И вот тазобедренный сустав будем. Сустав? Да. Тоже Это... немаловажный орган, да? Ага, хороший. С утра еще, ну,
кружку там горячего воды можно выпить. Это очень хорошо. Пробуждает, да? Да. Помимо зарядки. Организм пробуждается. Ага, закончили и постепенно вот спускаемся вниз. Вот коленный сустав, внутреннюю сторону тоже. Ой. У нас тут надо спокойно делать. Почему? Ну, вообще, говорю, утром. Все нужно делать спокойно, да? Да. Закончили. И наш голеностоп начинаем. Стоп. Ну, одновременно вот так обычно делаем. А вообще сегодня спорт развивается в Хандыге? Вот мы видим, у вас такой замечательный тренажерный зал. А люди-то ходят? Да, тут люди ходят. Обычно после рабочего дня тут не попасть обычно. А если говорить про подростковый спорт, чем больше увлекается молодежь сегодня в Хандыге? Ну, у нас 11 видов спорта в Дюша, имеется в виду. Все вот хорошо занимаются, работают, успехи есть большие. Ну, то есть 11 видов спорта для подрастающего поколения есть. Главное выбрать, проявить интерес и желание, да? Да. Хорошо. Зарядка у нас что? Теперь будем делать выпады. Такие. Я с тумбочки ухожу. Так. Вот такие вот. Тоже спокойные вот так делаем. Спину держим. Вот так вот. Что не сделаешь ради работы. И зарядку в 7 утра будешь делать. Ну, растяжка, наверное, для всех видов спорта самое важное. Необходимо, да? Да. Но здесь надо за коленями следить, да, очень сильно? Ага. Все хрустит. Так, еще. Вот такие можно наклоны сделать. А это вот в ГТО, кстати, сейчас ходит вот этот упражнение. Обычно да? вот так делать для спины тоже хорошо. Для спины очень хорошо влияет. Так, именно вот так и обратно надо. Оп. Потом правую ногу вот так чуть-чуть делать. Оп, вставать. Казалось бы, примитивные упражнения, да? Да. А на самом деле польза будет однозначно, да? Да. Уже запыхалась, хорошо? Ага. И, наверное, что еще? На этом все? Наверное. Давай вдох-выдох. И делаем вдох-выдох. Ну, вот так тянемся на носочки. Так, опа. Еще раз, да? Да, может, вырастем. Опа. Мне бы вот вырасти с вами. Какой у вас рост? 1,95 м раз. 1,95 м и 1,58 м. Выглядит вот так, дорогие друзья. Но я надеюсь, что зарядка — это все-таки такая вещь, которую нужно делать постоянно. Да. И сегодня вот мы с Сергеем постарались передать вам позитивное настроение и хороший заряд эмоций на весь день. Спасибо, Сергей. Вам спасибо. Спасибо, Хандыга. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Такое прям суперспортивное утро выдалось сегодня у наших коллег. Каждый день бы так. Было просто здорово. Что ж, с некоторыми известными людьми земли Тампонской мы уже познакомились. Теперь хочется посмотреть на достопримечательности этого района. Вот если, например, мы туда поедем, даже не если, а когда мы туда поедем, что же посмотреть в первую очередь? Давайте узнаем об этом у самих жителей. Ну, кто же еще нам интересно это расскажет? Точно. Приветствую, друзья! Мы приехали с проектом «Весна» на НВК в Тампонский район, поселок Хандыга. Мы сейчас пойдем прямо по поселку, будем местных жителей расспрашивать, что же у них тут интересного происходит, какие у них есть достопримечательности, ну и вообще узнать, как здесь живут люди. В Хандыге достопримечательностей много, музеи есть, библиотеки, можно везде ходить. Если гости приедут ко мне, я их хотела бы увезти на рыбалку. Горы есть в сторону Магадана, есть водопад. Тополиные тоже можно съездить. Поселок очень красивый. Если летом, то на реку нашел, да. Там есть памятник, там можно, не знаю, позагорать. Все, что делают обычно люди на речке. Шашлыки там пожарить и тому подобные вещи. Представьте себе, что к вам приехали издалека друзья, которые никогда не были в Хандыге, и что бы вы им посоветовали бы, куда бы вы их повели в первую очередь? Наверное, бы прогуляли сначала бы по набережной, а потом выехали за пределы поселка Хандыга на природу. Можно съездить по Магаданской трассе на водопад. На развилке, насколько я знаю, есть у них там дачные домики, где тоже можно, типа кемпинга, тоже можно отдохнуть хорошо, провести время.
А я бы сначала гостя повела бы в библиотеку модельную. Она у нас такая современная. Внутри есть все условия для семьи. Там проводится очень много культурно-массовых мероприятий, выставки. Потом бы повела, думаю, что в детскую школу искусств. Она у нас, тут на родине называется как тарелка, известна как тарелка, потому что она в виде НЛО. Да, мы ее видели, очень интересный проект. Да, единственное такое здание, наверное, в нашей республике даже, можно сказать. В принципе, если летом ребята приедут, то можно съездить на природу в сторону теплого плеча, там же видны горы наши. Под осень там же можно пособирать грибы. Летом можно съездить на тот берег, в Ингинский наслег. Там есть песчанка, там можно и покупаться, и хорошо провести достаточно время, пикник устроить очень хороший, уже не один раз так делали. В данное время у нас здесь работает ледовый каток. Мы уже с детьми туда ходили несколько раз. Очень интересно такое мероприятие. Жизнь Хандыги преображается, насыщается. С каждым годом все больше и больше. Я считаю, развитие очень в положительном плане идет. Людям уже есть места, где отдохнуть. Прекрасная атмосфера, музыка и горячие напитки. И все это на катке поселка Хандыга. Этой зимой в поселке Хандыга излюбленный жителями каток заиграл совершенно новыми красками. Если раньше в простонародье Райкумовское озеро только расчищали и выравнивали, то в этом году появились все условия для приятного и полезного отдыха. Хандыгская поселковая администрация обустроила подъездные пути, закупила тепловую пушку, бензогенератор, смонтировала гирлянды по всему периметру катка. Есть спрос и желание людей проводить досуги с детьми, семьями. Тут издавна проводят мероприятия. В прошлом году здесь проводили проводы зимы. В этом году тоже будет, потому что все в одном месте и удобно. Нашим хандыгчанам благодарны за то, что активно приходят, отдыхают. С помощью неравнодушного жителя Федота Слепцова удалось поставить теплый контейнер, где можно взять на прокат коньки и, конечно же, согреться, чтобы с новыми силами выйти на лед. Стало больше, освещение появилось. Просторнее стало, появился контейнер, там, где можно взять коньки в аренду и купить себе чай. Нравится на катке? Да. Отлично. Хочешь, чтобы на следующий год так же классно было? Да. Вообще классно стало. Вкусные напитки, перекусить можно. Дети счастливы, в общем. Фонарики создают гирлянды, атмосферу, в которой хочется возвращаться чуть ли не каждый день. Мы очень часто сюда ходим. Хочу добавить, чтобы каток был также на следующий год все лучше и лучше преобразовывался. Хандыгчане рады, что в поселке создаются условия для отдыха и занятий спортом, куда можно приходить и взрослым, и детям, и молодежи. Надежда Кузнецова, Илья Сыромятников, Степан Тастыров, Тампонский улус. Смотришь кадры, и кажется, что это совсем не у нас. Что это где-то вот на отдыхе, да, просто волшебно, что это вообще кадры какого-нибудь кинофильма. Потрясающий каток. Ну, а главным промышленным объектом на территории Тампонского района является карьер Нижданинский горно-обогатительный комбинат. Его активное строительство и вот в эксплуатацию в 2021 году позволили вернуть району былую славу золотодобывающей после долгого перерыва. Сегодня разработкой нижданинского месторождения занимается крупнейшая российская и даже мировая компания «Полиметалл». Наш коллега Руслан Ачиров и съемочная группа находятся сейчас там, и мы имеем уникальную возможность увидеть своими глазами эту промышленную махину и познакомиться с людьми, которые там работают. Доброе утро, коллеги, доброе утро, наши уважаемые телезрители. Мое утро сейчас начинается на одном из крупнейших в России, да и в мире месторождений золота, Нижданинское месторождение. И сейчас давайте познакомимся с заместителем начальника участка открытых горных работ Александр Елисеев. Александр, доброе утро. Здравствуйте. Александр, расскажите, как начинается ваше утро и что здесь происходит? Ежедневно у нас рабочая смена начинается в 7:40, то есть осуществляем погрузку самосвалов на данном этапе.
Задействовано у нас на данном участке номер 2 экскаватора, 8 самосвалов, 3 бульдозера, 3 буровых станка. Общая численность рабочих примерно составляет на данном участке 25 человек. То есть здесь мы наблюдаем погрузку пустых пород, и экскаватор отгружает породу на породный отвал. Вот. Если посмотрим чуть далее, там у нас находится буровой станок, который готовит у нас блок рудный. В дальнейшем взрываем этот блок и увозим уже непосредственно руду на склады в сторону фабрики. Расскажите, а в чем особенность именно нежданинского месторождения? Особенность данного месторождения нежданинского в том, что здесь мы видим рельеф такой неровный, горы, залегание руды золота непосредственно у нас в горах. Мы разрабатываем гору, и такая интересная есть особенность, что груженные самосвалы, как правило, если это правильная форма карьера, поднимаются снизу и везут породы и руды наверх. Здесь же все происходит наоборот. Мы грузим наверху, разгружаемся и везем вниз. Мне кажется, основная особенность это составляет рельеф. Вот, он, в принципе, сразу бросается в глаза. Ну, также надо отметить, что это один из самых высоких участков, да, у полиметалла. Высота около 1,5 километров. Да, сейчас мы находимся, у нас горизонт плюс 1315 метров над уровнем моря. То есть начиналась здесь разработка почти 1500 над уровнем моря. То есть, ну да, относительно, если брать в среднем, то это, можно сказать, самый высокий участок над уровнем моря, вот именно разрабатанный карьер. А как происходят взрывные работы, то есть вот сам процесс? Взрывные работы у нас проводятся практически ежедневно. То есть перед обедом мы выгоняем технику вместе с работниками на безопасное расстояние, которое у нас высчитывается отделом горного планирования. Выставляются посты по периметру опасной зоны. Ну и в дальнейшем уже ответственные люди, руководя там по радиосвязи, то есть производят взрывные работы. После взрывных работ происходит зачистка взрывных блоков. Ну и, грубо говоря, потом продолжаем дальше работать, отгружать породу и руду. Александр, спасибо, желаем вам продуктивного дня. Но у нас еще не все, друзья. Сейчас мы пообщаемся с водителем самосвала. Сейчас я подхожу вот к этому большому, огромному самосвалу. И сейчас мы непосредственно познакомимся с водителем Михаил. Михаил, здравствуйте, доброе утро. Михаил, расскажите, как начинается утро водителя самосвала? Утро начинается, проснулись, позавтракали, ну и сели в вахту и поехали трудиться. Александр Владимирович нам рассказал про особенность самого участка. Если, например, обычно из карьера снизу, да, груженные самосвалы поднимаются вверх с породой, то здесь такая особенность, что самосвал груженный, наоборот, спускается вниз. Вот в чем трудности, в чем особенности? Трудности в том, что остановиться вниз, когда едешь, остановиться сложнее, чем вверх поднимаешься. Поэтому здесь, тем более, как бы, ну, вот, как по городу, если ездишь по городу, то у тебя все 4 колеса останавливаются, а здесь только задняя ось тормозит. Потому что перед колодки стоят, сильно часто ими пользоваться особо нельзя, так как они сотрутся быстро, передние колодки. Поэтому вот она и сложность, что везем вниз еще и груженный. Получается, считай, ты едешь 90-100 тонн. Ну, то есть он 60 везет и весит 40. Сколько породы загружается сюда? 60 тонн. 60 тонн. 60 тонн. А вообще, для меня, как для обывателя, вот такие самосвалы называют БелАЗ, да? Ну, это такое, это еще советских времен. А как называется этот самосвал? Это НХЛ. НХЛ. Новый китайский самосвал НХЛ называется. И как он вам, как характеристики? Ну, в общем, неплохо. Как бы для начала, так они же недавно начали Китай выпускать эти НХЛ вроде. Но он на базе Терекса идет, этот НХЛ. Как бы, в общем, хорошо, пойдет. Ну и, Михаил, и в завершении нашей беседы, я думаю, что сейчас есть замечательная возможность пожелать, так сказать, доброго утра всем нашим телезрителям буквально всей республики.
Желаю доброго утра. Передаю привет всем якутянам и всей Якутии. Доброе утро. Спасибо. Ну, а мы присоединяемся. Вам желаем отличной работы. Ну и, конечно, друзья, всем бодрого, отличного начала дня и продуктивной рабочей недели и рабочего дня, соответственно. Глобальная такая техника, серьезная работает на месторождении, серьезные мужественные люди. Дух захватывает. Остается добавить, что о процессе золотодобычи на Нежданинском месторождении Руслан снимает выпуск проекта «Испытано на себе». И совсем скоро его можно будет увидеть на нашем телеканале. Ну, наверняка очень будет интересно. Еще одно значимое место на карте Тампонского района – угольное месторождение Джибари-Кихая. В свое время шахта обеспечивала теплом жителей многих районов республики, поставляя уголь по реке Лена, Алдан, Амга, Вилюй, за полярные районы и даже за пределы Якутии. Как сегодня обстоят дела в Джибари-Кихая, какие успехами гордятся угольщики, узнала Даяна Федорова. Джибари-Кихая – небольшой, но живописный поселок, расположенный в 55 километрах от Хандыги. Население здесь около 1000 человек. Сам поселок находится в окружении удивительной природы. В Джибари-Кихая есть несколько социальных объектов, включая школу, магазины и медицинский пункт. Пациентов хронических очень много. Ну, вот, наверное, из 450 человек реальных, которые вот ко мне обращаются, да, из них, наверное, 300 у нас. Это хронические больные. И вот из этих больных, из этого же числа у нас было 30 онкологических больных. Культура играет важную роль в жизни поселка. Центр культуры и досуга 1969 года постройки. Там расположились клуб, актовый зал и библиотека. Действуют 18 клубных формирований, в которых 290 участников и 3 сотрудника центра. Дети, взрослые и пожилые занимаются рукоделием, пением и танцами. Ремонт частично мы сами своими средствами делаем, но с каждым годом усугубляется только у нас положение. Трещины в стенах сквозные, поэтому дует очень сильно. Также в поселке реализуется программа оптимизации жилищного фонда. В рамках него проводится капитальный ремонт 23 квартир, из которых 16 находятся на финальной стадии. Ну, у нас вот в каждых дворах есть как бы детские площадки в основном. Парк Победы у нас есть, там совмещенный тоже с парком. Прям 2 в 1, где есть памятник Победы. И также есть еще вот там качели и карусели, все это такое. То есть как бы детям есть где заниматься, ну и также чествовать наши вот торжественные мероприятия. Также в Джибари-Кихая добывается каменный уголь. С 1941 до 2017 года добывали уголь на шахте, затем перешли на открытый способ. В прошлом году добыто 265 тысяч тонн угля. Это больше на 16%, чем в позапрошлом году. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Джибари-Кихая. Ну, очень интересно, да, такое производство ну, прям вообще. Движение идет каждую минуту, все настолько серьезно и захватывающе. Пришло время снова вернуться в Тампонский район, и в нашей сегодняшней традиционной рубрике по средам «Моя профессия» расскажем о непростой профессии маркшейдера нежданинского ГОКа. Доброе утро, меня зовут Запханов Алексей, и я работаю маркшейдером. Моя работа мне очень нравится, она очень полезная, она приносит пользу государству, предприятию, республике. Суть работы маркшейдера заключается в том, что он производит технические измерения, контролирует проектные показатели, особое внимание уделяется безопасности. Работа непосредственно в карьере. То, что я наблюдаю за технологическими процессами, контролирую проект, даю направление, работаю непосредственно с коллективом, с горными мастерами, с горным участком, с экскаваторщиками, с бульдозеристами. Сложность в работе, наверное, заключается лишь в том, что в условиях Республики Саха-Якутия как бы температурный режим порой не позволяет оставаться долго на улице, и но при этом предприятие обеспечивает нас полностью средствами индивидуальной защиты. И
как бы мы утепляемся. Моя работа позволяет мне развиваться в плане прогресса оборудования. Мне очень нравится то, что у нас оборудование с каждым годом обновляется, улучшается, и ты обучаешься чему-то новому. От моей работы зависит очень много, потому что моя работа заключается конкретно в контроле проекта на месторождении. Потому что если мы не будем соответствовать проекту, то мы можем не выполнить поставленные задачи. В профессию я пришел после окончания школы, поступил в институт политехнический, на горный факультет. Специальность маркшейдер выбрал, можно сказать, случайно. Интересное название, понравилось. Отучился, начал работать, и, в принципе, все мои ожидания оправдались. Тем молодым людям, которые хотели бы стать маркшейдером, наверное, больше всего я бы, конечно, пожелал хорошо учиться, особое внимание уделять таким предметам, как математика, физика, география, информатика. Ну и, наверное, желание работать и приносить пользу. Ну, очень интересные, конечно, все промышленные специальности. Я вообще никогда себе в этом ракурсе не представляла. Ну, и как девочке хочется еще узнать что-нибудь, знаешь, такое интересное об этом районе, милое, нежное. А не только суровые мужские. Да, а не только будни. суровые мужские сюжеты. Ну, вот я точно знаю, что там что-то выращивали, что-то вкусное. Я думаю, да, и не удивлюсь, если это было что-то экзотическое, может быть, какие-то фрукты тропические, а может быть, не совсем тропические, но наверняка в Хандыге Нам сейчас что-то, да, интересное расскажут, что-то очень вкусное. Давай посмотрим. Доброе утро, мои дорогие якутяне. Я Иванова Надежда Федоровна. Буду вам сегодня рассказывать про свою клубнику Хандыга. Я ее вырастила очень-очень много лет назад. Сейчас она пользуется у нас в Якутии очень большой популярностью. Но ягода очень красивая, сладкая, вкусная. Зимует. Она у нас и на земле зимует хорошо. Даже у нас в Хандыге она зимует. Ну и в Якутии тем более. А в Южной Якутии вообще люди собирают ведрами ее. Выращивают очень много полями наши женщины ее. Ну, я ее выращивала, знаете, как несколько сортов подбирала. Когда была к нам привозная замороженная клубника, я много собрала семян, и вот из этих там 300 или 400 семян выросло 5 корней. Я ее все время приручала к нашему климату, и вот она у нас дала хороший урожай в первые года, и я ее начала выращивать. У нашей клубники, у Хандыги, листья совсем другие. И плоды у нее очень разные. 3 вида их тут. Они есть двойные, длинные и полукруглые. Ну вот, она растет, ее даже от другой клубники она сразу отличается, ее видно. Когда люди выращивают, и если она рядом с какой-то клубничкой стоит, то она будет по листикам отличаться и по ягодам. Клубника Хандыга выращивается с семян. Ее начинаю выращивать я обычно 15-16 января. Но семена очень капризные, всходят, быстро всходят, если все правильно приготовить ее. Но перед посадкой семена я замачиваю на 2 суток. Потом просушиваю их и еще протравливаю в витаминах. Растет она в очень-очень хорошей земле или в торфяных таблетках. Земля должна быть мягкая, рыхлая. Если будет земля песочная такая, она плохо взойдет и плохо будет расти. К маю она уже будет давать у вас урожай. В мае уже можно кушать ягоды будет, и все лето до осени. Осенью урожай соберете, и все, и она останется зимовать. Она называется ремонтантная, поэтому она безусая. Она усы очень-очень в редких случаях дает. Но если она ус дала, то на этом усу вырастает такая же быстрая клубника, как и сама мама. Но еще я вам хочу сказать, что за качество своей клубники я отвечаю. Клубника очень вкусная, сладкая, на варенье. В свежем виде можно кушать, замораживать. Приезжайте ко мне, буду рада. Расскажу, как ухаживать, как сажать. Все покажу. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Якутия получит 554 миллиона рублей из бюджета страны на развитие беспилотников. Регионы России будут получать субсидии с 25 по 27 годы. В течение 3 лет средства направят в 16 субъектов нашей страны. В этом году в общей сложности выделят более 4 миллиардов. Их получат 7 регионов, в том числе и наша республика. В следующем году направят 10 миллиардов рублей. Субсидии в 2026 получат Татарстан, Башкортостан, Рязанская область, Бурятия и Удмуртия.
В Якутске стартовали курсы повышения квалификации для специалистов, работающих с участниками СВО и членами их семей. Программа посвящена особенностям использования технологий психологической реабилитации в организации социального сопровождения. Обучение проводит опытный военный и кризисный психолог. В курсах принимают участие 65 специалистов из различных учреждений, непосредственно работающих с участниками СВО и их семьями. Это социальные работники, медицинские сестры и психологи. Специалисты из арктических улусов проходят обучение заочно. Все эти 3 дня мы говорить будем о психологической реабилитации наших воинов, о психологической реабилитации близких военнослужащего, о том, как работать с детками при детском горевании. И я расскажу о том, как важно, чтобы и психолог, и соцработник сами оставались в порядке, не выгорели, потому что когда наши воины будут возвращаться, то именно по работе соцработников и психологов они будут судить в первую очередь, как к ним относится общество. Усть-Алданский улус лидирует по поисковой работе выявления информации о матерях, отправивших сыновей на Великую Отечественную войну. Работа ведется по проекту «Бессмертный материнский подвиг» председателя регионального отделения «Матери России» Прасковьи Борисовой. Всего с Усть-Алданского улуса на защиту Отечества отправились 2375 человек. На сборы информации их матерей объединились все филиалы Снослегов районной библиотечной системы и образовательные учреждения. По результатам работы улус примет участие на параде. В 2025 году при сайте разработали портал «Бессмертный материнский подвиг Усть-Алданского улуса». Выявлены имена более 1200 матерей, отправивших своих сыновей на фронт. Усы, магии и тортики. Якутская независимая игровая компания Crealit Games совсем скоро выпустит на обозрение свой новый проект под названием K-Cup. Генеральным директором компании по совместительству автором идеи стал участник СВО из Якутии, военный врач Николай Потапов. Игра рассчитана на людей любого возраста и предоставит игроку роль курьера, который должен будет доставить торт заказчику. По пути главного героя будут ожидать множество препятствий, которые могут повредить целостность груза. От разрушительной дуэли магов до войны между двумя королевствами. Игра выйдет на популярнейшей игровой платформе Steam в формате демоверсии, которую сможет скачать и опробовать любой желающий. Вы появляетесь в городе, где идет сражение 2 чародеев. Один хороший чародей, второй его антагонист. И они сражаются между друг другом. Казалось бы, в любой игре ты должен быть именно чародеем, там, главным... Нет. А в этой игре ты играешь второстепенным персонажем, который выведен в рамки главного героя. Твоя задача выжить, доставить эту еду своему заказчику и точка. В релизе платформы Steam это первая игра, которая ведет нас к мечте. Да, это является мечтой большинства молодых людей и девушек, которые, хоть и уже и взрослые, они все-таки немножко остаются детьми. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Столько удивительных вообще вещей, игры, вещи рядом удивительные. Да, и врач, который теперь генеральный директор, и который теперь еще и такую, знаешь, игру, направленную на то, чтобы каждый почувствовал себя героем. Да, действительно. Я знаю, что одним из, например, женских важных знаковых аксессуаров является сумочка. Расскажи, Вероника, вот как ты относишься к сумочке? Можешь ли ты опровергнуть этот факт или подтвердить его? Ну, как сказали, что, не помню, чья это цитата, что женщина без сумочки – это очень странный субъект и очень подозрительный. Поэтому я стараюсь, конечно, этот аксессуар всегда брать с собой, вне зависимости от того, куда я иду. Меняются габариты, размеры, цвета. Но исторически, мне кажется, есть очень удивительные экземпляры. Ну и сейчас я тебя с одним из них познакомлю. Смотрим. Доброе утро. Сегодня я хочу рассказать вам о уникальной вещи моей семьи. Вот эту сумочку, женскую сумочку, шила моя мама. Ее по-венски называют овса. Здесь у нас находится очень много кармашков для того, чтобы все было удобно нашей женщине, да? Ага, здесь есть вот для иголок, для наперстков, здесь вот и внутри все, что нужно женщине, они хранили. Вот эти вот, как получается, узоры, как бы белый, черный был камус, да? Ага, и вот со временем, конечно, она у нас уже выцвела, и вот эти надо было узоры все шить, и шили такой вот ниткой, которая идет из сухожилий оленя, вот такая вот. Ее и специально путем кручения
они изготавливались, и таким образом они вот шились. Этой сумке около 90 лет. Шила моя мама, Погадаева Марфа Михайловна. Она была искусная мастерица. Как бы все вот эти узоры придуманы ею самой. Я ее берегу и хочу, чтобы эта сумка передавалась из поколения в поколение с моим внукам, чтобы они берегли ее тоже так же. И тоже потом, когда им тоже показывали, что это вот шила их бабушка, прабабушка, может быть, да? Ну, удивительный такой экземпляр сумки, на самом деле. Очень такой, красиво. Да, очень красиво. Ну и, скажи, модно, да? То есть сейчас меховые сумки опять Есть такой тренд, да, что возвращаются старинные вещи к моде, и, может быть, через какое-то время они снова станут очень популярными. Так что у нас Тампонский район богат всем. И добыча, и культура, и интересные места, и уникальная природа, и спортсмены, и, получается, герои Великой Отечественной войны, ну и просто модницы, которые сохранили удивительные аксессуары. Конечно, за неполный час невозможно сказать все о таком большом и интересном районе нашей республики. Наши корреспонденты, ведущие, операторы в эти дни будут снимать еще сюжеты о Тампонском районе, посетят другие населенные пункты района, и вы обязательно их увидите в эфире. И мы в наших утренних эфирах и новостных выпусках покажем вам еще много интересного об этом районе, о его жителях. Так что сегодня и в последующем следите за нашими эфирами. Весна на НВК продолжается. И завершить наш утренний эфир мы хотим нашим, флешмобом, таким удивительным. Интересным зрелищем. Поэтому оставайтесь еще с нами, это будет незабываемо.